Визитная карточка Гудауты – универмаг Гунда на пересечении проспекта Героев и улицы Ман. Живописное здание из красного кирпича, расположенное в самом центре города. Было построено в 1909 году. Сегодня ремонт крыши бывшего универмага и реставрация башенных часов на здании завершены. Также к завершению идет реставрация здания магазина «Детский мир». Все эти работы районная администрация проводит за свои средства. А вот что касается водопровода, в так называемом Замостянском крае, где уже много лет существует проблема с водой, то там полным ходом идет замена труб. В течение 2-3 месяцев работы будут завершены. 18 миллионов рублей было выделено по инвестиционной программе для решения проблемы с водой в этом районе. Здесь была всегда проблема, во все годы была проблема с питьевой водой. И вот наконец-то сегодня есть надежда, что эта проблема будет решена. Но здесь в связи с тем, что при производстве работ фирма Astoria Aquaservice столкнулась в связи с тем, что здесь рельеф местности очень сложный. И попадаются по всей трассе, по схеме вот этой вот утвержденной трассы, попадаются действующие коммуникации, которые очень трудно обходить. И в связи с этим работы, продолжительность работ просто увеличивается по срокам. Помимо водопровода, по инвестиционной программе в Гудауте меняют лифты. 7 из них уже заменены. До конца этого года будут заменены 22 лифта. В инвестиционную программу также входит ремонт подвалов многоквартирных домов. Для того, чтобы подвальные помещения, канализация функционировала как положено, значит, предусмотрена была замена всех канализационных и водопроводных труб, которые пришли в негодность. Значит, все чугунные трубы канализационные были заменены на современные трубы пластиковые. Ремонтные работы на проселочных дорогах, замена водопроводных труб, закупка мусорных баков. Все это проводится в рамках инвестпрограммы. Кроме того, районная администрация планирует привести в порядок набережные парки. Все улицы, ведущие к морю, будут заасфальтированы. На улице имени Сосналиева никогда не было асфальта. Ее протяженность около 900 метров, ширина 5 метров. Сейчас здесь идут подготовительные работы, которые за 10-15 дней будут завершены. На ремонт выделено 4,5 миллиона рублей. Как и подвалы давно не ремонтировались много лет. Также у нас и более 30 лет внутри дворовые дороги, ведущие к домам, между домами не асфальтировались, не ремонтировались. В этом году мы предусматриваем при поступлении денег, это июнь-июль месяц, и так до конца года, я думаю, что мы 5-6 дворов заасфальтируем. Во многих селах Гудаутского района нет воды, даже где раньше был водопровод. Трубы вовремя не ремонтировались, что привело к коммуникации в негодность. Например, в селах Звандревщ, Отхара, Куланырха, Калдахуара жители уже давно покупают воду. И они очень часто обращаются к руководству района за помощью. Руслан Ладария заверил, для решения этой проблемы будут приложены все усилия. Стоимость проекта по обеспечению водой вот этих вышеназванных сел – это около 140 миллионов, даже чуть больше. То есть это очень большие деньги и для нашего бюджета, и для страны. И вообще такого не было и в советское время, поэтому я знаю, какая ситуация в этих селах по воде. Она изменится буквально в течение года-полтора. В этом году начнутся эти работы по обеспечению города водой. Это будет труба идти самотечная, тоже очень большой проект. То есть я думаю, за год, за два мы город и район обеспечим водой. В общем, как отметил глава администрации Гудаутского района Руслан Ладария, на средства местного бюджета в селах района сделано немало. Но есть проблемы, которые невозможно решить даже силами республиканского бюджета. Решить первостепенные задачи, а это в первую очередь водоснабжение и канализация, планируют с помощью инвестпрограммы. Уже сделаны проектно-сметные документы, которые прошли экспертизу и у нас в Абхазии, и в России. Масштабные работы по ремонту и замене трубопровода, насосных станций в городе и районе местные власти планируют завершить в течение 2 лет. Рената Шакая, Саида Гухава, Абхазское телевидение.